Есть личности, чья роль в истории известна только лишь потому, что о них рассказывают учебники истории. Для большинства людей они являются персонажами, лишенными внутреннего содержания и смысла. Ахмед Заки Валиди Таган к таким историческим личностям, безусловно, не относится. Хотя бы потому, что результаты его борьбы самоочевидны. Валиди является основателем Башкирской республики, того субъекта Российской Федерации, гражданами которого мы являемся. Валиди был харизматиком, то есть человеком, наделенным благодатью Всевышнего. Правда, для него самого вся его бурная деятельность вряд ли была милостью Бога, скорее миссией, тяжкое бремя которой он нес всю свою жизнь. Ахмед Заки Валиди Таган родился 10 декабря 1890 года в ауле Кузян Ильчик-Темировской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Получив мусульманское образование в ряде медресе, Ахмед Заки Валиди начинает активно заниматься научной деятельностью. Его учителями и коллегами становятся знаменитые востоковеды Бартольд, Крачковский, Самойлович, Катанов и другие. В 1915 году уфимские мусульмане, учитывая образованность и хорошее знание русского языка, выбирают Валиди в качестве своего представителя в мусульманскую фракцию 4-й Государственной Думы Российской империи. Так, исподволь он включается в политическую деятельность, которая полностью захватит его на несколько самых трагических и в то же время судьбоносных лет в жизни башкирского и других народов тогдашней России. Произошла русская революция. Бывший думец Валидов становится лидером башкирского движения за автономию Башкортостана в составе Демократической Федеративной России. Однако Октябрьский переворот, совершенный большевиками, привел страну к гражданской войне. В этих условиях Валиди и его соратники формируют башкирское войско, которое отважно сражается против красных под Екатеринбургом, Орском, Актюбинском и Самарой. Однако альянс с Белым движением был разорван, когда адмирал Колчак объявил все областные правительства, в том числе и башкирское, упраздненными. Тогда было решено искать союза с красными. В башкирском лидере, непримиримом враге большевизма, в тот момент боролись два противоположных чувства. Душа противилась сближению с Лениным и его партией, а разум говорил в пользу этого. Победил разум, победил Валидов политик. Следствием союза с большевиками стало признание де-юре Башкирской республики, существовавшей де-факто начиная с конца 1917 года. Это событие имело грандиозные последствия для процесса федерализации всей России. Не случайно Валиди считается не только отцом-основателем Башкирской республики, но и одним из основоположников российского федерализма. Именно по образу и подобию советской Башкирии стали впоследствии декретироваться и другие автономии. Валиди прекрасно понимал, что дружба с большевиками всего лишь тактический ход. Однако что не сделаешь ради достижения автономии. В марте 1919 года он уже в Москве. Встречается с Троцким, на короткой ноге с комиссаром по делам национальностей Сталиным. Катается с ним на мотоцикле по Москве, а после бесед с Лениным заключает: Ленин и его соратники считают соглашение с нами явлением временным. В будущем нас, как узбекских мул и финских капиталистов, они отбросят в сторону, а власть передадут в руки членов коммунистической партии, которых выпестуют со временем. В сентябре 1919 года в Оренбург приезжает председатель ВЦИК Михаил Калинин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Валидовской Малой Башкирии. Один из оренбургских товарищей сокрушается: у киргиз, то есть казахов, нет лица, вокруг которого происходило бы национальное объединение. У башкир есть пророк – Валидов. Да, именно пророк. Подобно библейским патриархам, он не побоялся повести свой народ по неизведанному пути освобождения. И его поступок многим казался неслыханной дерзостью. Он повел свой народ по шаткому мостику через линию разлома между эпохами 400-летней российской монархии и новой республиканской России. Он не побоялся взять на себя ответственность за последствия, ибо верил в свой народ, а народ верил ему.
Летом 1920 года Валиди покидает Башкортостан, понимая, что его миссия отца-основателя республики закончена. Пророк опять в состоянии мятежа, занимается организацией повстанческого движения против Советов в Средней Азии, создает Национальный совет Туркестана, во главе которого сам и встает. Борьба басмачей с большевиками длится 3 года, но силы слишком неравны. В 1923 году Ахмед Заки Валиди эмигрирует сначала в Европу, затем в Турцию. Там он становится выдающимся ученым-востоковедом. Покидая пределы родной страны, он пишет прощальное письмо башкирскому народу, в котором есть такие слова. Если бы с 1917 по 1922 годы мы не воспользовались возможностью подняться на борьбу и остались бы без движения, то нам трудно было бы воспользоваться такой возможностью в будущем. Эта возможность длилась очень короткое время, однако мы сумели ею воспользоваться. Совершенные нами дела, так же как и дела Кучук Султана, его сына Мурат Султана, Бишай Султана, его сына Ирыс Мухаммед Султана, Карасакала, Батырши, Салавата, оставит после себя великие воспоминания.